Всем добрый день, с вами Зада. Сегодня будем готовить баклажаны по-турецки. Хотя не сезон баклажанов сейчас, но тем не менее хочется их приготовить. Итак, приступаем. Баклажаны хорошенечко промыть, нарезать кругляшки вот толщиной примерно как на видео. Не сильно толсто, не сильно тонко, вот так. Отправляем их в миску с водой, солим, перемешиваем и оставляем в стороночку. Пусть они минут 20-25 вот так вот будут в соленой воде. Дальше лук нарезаем мелкими кубиками. Отправляем в миску, солим, перчим и хорошенечко прямо перемешиваем. Дальше туда же фарш. Фарш с луком хорошенечко перемешали. Дальше добавляем кетчуп, паприку копченую, красный молотый перец, базилик сухой, чеснок сухой, черный перец уже по вкусу и хорошенечко это все перемешиваем. Можно добавить, конечно, фарш и кориандр, но мои не любят, поэтому я его не добавляю. Дальше берем кинзу. У меня свежая, но если не окажется дома свежей кинзы, можно взять сухую. Нарезаем как можно мельче и добавляем фарш. Хорошенечко перемешиваем, и наш фарш готов. Кинзу желательно добавить, потому что она придает именно восточный вкус фаршу. Теперь займемся овощами для зажарки. Овощи будем нарезать произвольно, так как оно будет еще томиться, тушиться. Поэтому тут уже не принципиально форма нарезки. Лук нашинковала, морковь вот так перьями нарезала. Дальше болгарский перец. Все произвольно, уже по желанию. Но помидор надо нарезать, конечно, мельче, чем остальные овощи, чтобы помидор прям хорошенечко зажарился. Вот тут я 3 зубчика чеснока очистила, просто на видео не видно его. Дальше в сковороду наливаем где-то 2-3 столовые ложки масла. Хорошенечко разогреваем и обжариваем лук до мягкости. Дальше добавляем морковь, конечно, по щепотке соли и черного молотого перца добавляем, когда жарим лук. Морковь стала чуть мягче, добавили болгарский перец. Дальше томатную пасту, и все это на среднем огне жарим, пока томат прям не зажарится. Дальше добавляем уже любимые специи. И проверяйте на соль, перец, пробуйте. Вот паприка копченая, острый красный перец, черный. Добавила еще соли немного. Уже все хорошенечко пожарилось, и настал момент добавить помидоры. Вот когда все овощи уже хорошенечко прожарились, вот только потом мы добавляем помидоры. Добавляем чайную ложку сахара сюда. Ну и дальше уже по вкусу, чего хватать не будет, то и будете ложить. Соль, перец. Вот, и хорошенечко жарим. У нас зажарка готова. Дальше эту зажарку мы
отправляем в форму, смазанную сливочным маслом, где мы будем дальше готовить наше блюдо. Распределяем равномерно по форме. Дальше смотрите, баклажаны мы, конечно, минут через 20-25 уже выжали, немножечко подсушили. Картофель точно так же нарезали, приготовили и собираем наше блюдо. Вот смотрите, берем баклажан, дальше сверху фарш накладываем и с другой стороны картофель. Дальше на баклажан фарш и со стороны картофеля вот так вот ставим баклажан. Дальше картофель и, в общем, пока форму мы не заполним. Форму берите не сильно большую и не сильно мелкую. Вот на это количество ингредиентов примерно ориентируйтесь, чтобы форму заполнить полностью. Блюдо получается необыкновенно вкусным. Поверьте, дома будет стоять такой запах, такой аромат от него. Его можно горячим кушать, можно теплым. В общем, попробуйте. Это действительно очень вкусно. Вот, форму заполним. И дальше помидоры черри нарезаем, если крупные, на 2 части. Если совсем мелкие, то можно и целиком кидать. Вот, и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на час. Ну, конечно, ориентируйтесь по своей духовке. Я, знаете, час 25 минут держала в духовке. И все, наше блюдо готово. Я своим готовлю так, попробуйте и вы. Блюдо очень легкое, можно на праздничный стол. Приятного аппетита!